Вот с февраля мы работаем над этим проектом. Я в первую очередь хочу немножко рассказать о том, что мы представляем Институт исследования стрит-арта. Мы образовались совсем недавно, но какое-то уже довольно давно занимаемся этой областью искусства. И я хочу передать слово моей коллеге Альбине Мотор, которая расскажет подробнее о том, чем занимается институт и что мы делаем здесь и в других городах. Спасибо, Полина. Здравствуйте, добрый день. Полина уже сказала, как меня зовут. Это зовут меня Альбина Мотор. Я, в общем-то, родом из местных краев. Здравствуйте, земляки. Немножко, мне кажется, для того, чтобы вообще понимать контекст, почему, собственно, мы здесь и почему мы работаем в Альметьевске и делаем то, что мы делаем, хочу немного вас ознакомить с тем, что вообще такое Институт исследования стрит-арта. На самом деле, когда мы назывались Институт исследований и развития стрит-арта, но сейчас слово «развитие» у нас немножко убегает, потому что развиваться-то стрит-арт может вполне себе и без нас, а вот изучать и исследовать его, в общем, мы будем продолжать в любом случае. Институт наш – это не учебное заведение, если это может, какие-то ассоциации с институтом. Институт – это институция, организация. Если проводить какие-то параллели, то это может быть вот проектный институт, да? Институт, который проектирует, институт, который занимается теорией и практикой одной какой-то области, взятой из, в нашем случае, области искусства. Что мы делаем? Для нас интересна урбанистическая среда, для нас интересен город и искусство, каким-то образом живущие, легальным, нелегальным, официально, неофициально, живущие в городском пространстве, как художники работают с улицей, как люди воспринимают улицу, как люди воспринимают город. Почему именно город? Потому что город, все-таки большая часть людей в нашей, по крайней мере, стране живет в городах. И город – это гораздо более сложная система, чем село, чем деревня. Да? Если в деревне все подчинено каким-то сезонным, климатическим явлением, то в городе совсем другие структуры, механизмы, и здесь вот как раз появляется такое явление, как стрит-арт, уличное искусство, средовое искусство, очень по-разному называют. В Советском Союзе это было средовое искусство, сейчас там есть даже contemporary urban, на Западе есть такой термин. Чем, собственно, мы занимаемся? У нас, если говорить общими мазками, брать и грубо, то у нас есть 3 основных направления нашей работы. Первое направление – это, собственно, исследование и изучение. У нас в нашем штате есть несколько искусствоведов, которые занимаются как раз теоретическими вопросами уличного искусства, потому что вообще там лет 10 даже назад такого явления там на факультетах истории искусства, такое явление, как граффити, стрит-арт, уличное искусство вообще не слышали, ни студенты, ни преподаватели. Студенты, может, конечно, где-то там. Поэтому явление есть, но оно мало описано, мало изучено, и тем более мало изучено как-то системно и постоянно. Поэтому мы вот взяли на себя такую дерзость, смелость быть как раз той самой институцией, той организацией, которая начала систематизировать знания, накопленные о стрит-арте. Сейчас мы готовим, в этом направлении мы готовим сейчас большой сборник статей, и вот я надеюсь, что к ноябрю мы выпустим словарь терминов, связанных с уличным искусством. Там уже он уже собран, готов, нужно только вот его сейчас обработать, сверстать. Дальше мы занимаемся вот как раз в рамках этой же нашей научно-исследовательской деятельности. Мы организовываем просветительские программы, у нас вот серии дискуссий проходят, лекции. Осенью, вот сейчас же у нас готовится цикл, мы готовим цикл лекций о перформативном искусстве и об активизме уличном. Ну вот он пока будет в Петербурге, но мы, в общем, с удовольствием участвуем где-то еще.
Второе, это первое направление. Второе направление нашей работы – это выставочная деятельность, поддержка художников так называемой уличной волны. Вот Миша у нас автор такого нового термина. Один из. Второй Алина Зори, да? То есть художниками уличной волны мы называем художников с уличным бэкграундом, потому что есть художники, которые когда-то занимались граффити, рисовали на улице, кто-то из них продолжает рисовать на улице, кто-то нет, но они постепенно перемещаются, становятся, что называется, профессионалами, перемещаются в галерейные пространства, и им самим очень сложно себя как-то называть, идентифицировать. И у журналистов в голове путаница. И вот с легкой руки Миши сами художники стали о себе говорить. Вот я художник уличной волны. То есть я работаю в галерее, но при этом у меня вот я выходец с улицы, начинал я там, и сейчас я тоже иногда где-то там потегиваю. Продолжаю. И вот это вот наша как раз вторая деятельность, она призвана поддерживать художников и даже как-то их мотивировать на поиски новых форм. Художники сами обращаются, говорят, вот у нас вот есть вот идея вот такой-то выставки, помогите, пожалуйста, можете ли вы помочь? Да, там, где мы можем, мы с удовольствием поддерживаем. И третье направление, это как раз тот повод, это то направление, которое дало повод нам здесь всем вместе собраться, это проектирование, как раз то самое проектирование программ паблик-арта, сейчас объясню, почему паблик-арта, для городских пространств. Это, в общем-то, та самая деятельность, которая помогает нам, в том числе и финансово поддерживать первые две части. Об этом я должна сказать, поскольку мы НКО, мы никем не поддерживаемся, у нас нет какой-то государственной финансовой базы или еще какой-то. Я думаю, что просто этот вопрос задали бы, опережая его. И вот как раз проектирование таких комплексных программ – это наше третье направление. И почему это мы называем паблик-артом? Ну, во-первых, потому что это commissioned. Это, как правило, заказ. Заказ от каких-то коммерческих структур, организаций, еще кого-то на то, чтобы мы помогли разработать какой-то проект. Во-вторых, это уже не является, на мой взгляд, может быть, кто-то со мной поспорит, пожалуйста, не является стрит-артом в чистом виде. Ну и вообще, это все-таки это искусство в публичном пространстве, да, но это не независимый стрит-арт. При этом, да, художники не наступают на горло своей песни. Никогда. В нашем случае никогда. В нашем случае художники всегда работают в проекте паблик-арта точно так же, как бы они сделали какой-то свой независимый проект на улице. Максимальная свобода, ну там в рамках брифа, да, то, что называется, но даже когда художник выходит на улицу ночью самостоятельно, у него в голове есть какая-то идея, которой он придерживается. Вот, поэтому, в общем, здесь, на мой взгляд, слово стрит-арт неуместно, а вот паблик-арт, оно как раз объясняет те вещи, которые мы делаем. В общем, вот. Я хочу все-таки вернуться как раз к нашей конкретной истории в городе Альметьевске. В процессе работы над проектом мы хотели подойти к этому несколько более глобально, чем это обычно принято в современной ситуации, которая складывается в России, и разработать единую пространственную концепцию для всех росписей. Поэтому мы созвали кураторский совет, в который вошли самые интересные специалисты на сегодняшний день по паблик-арту и по уличному искусству. Также в него вошел архитектор Андрей Воронов, скульптор Павел Игнатьев. И такой вот достаточно большой командой мы вместе обсуждали решение. И возникла идея черно-золотой концепции. Изначально возникла идея черно-золотой концепции как метафоры нефти, естественно, и основы существования этого города. И с другой стороны, это чисто визуальное урбанистическое решение, потому что посреди города стоит большое черное здание, будет в скором времени еще одно большое черное здание. И
таким образом, таким довольно смелым шагом можно увязать весь город в такую графическую систему определенную. Потом, когда мы стали двигаться немножко дальше, мы поняли, что это особенное место с точки зрения связанности, несмотря на абсолютно современную архитектуру, скажем так, такую типовую советскую, намешанную там с какими-то деревенскими мотивами, местами. Мы поняли, что здесь очень важно опереться на фундамент. То есть рассказывать истории, связанные с Татарстаном, с этими местами. Обычно, опять-таки, уличные художники не так часто это делают, скажем так. И мы попробовали инициировать этот процесс. Вот Анна Нестратова, консультант по подбору художников в этом проекте, независимый куратор и имеет очень большой опыт в работе как исследовательской, так и выставочной. Вот он, может быть, подробнее расскажет о художниках, по какому принципу выбирались художники и как происходил процесс работы. Добрый день. Я хотела пару слов сказать о том, как идет этот проект, потому что в России существует огромная проблема, что искусство и Альбина уже упомянула об этом. К сожалению, стрит-арт – это понятие очень размытое, огромный зонтик, который крышует под собой целое, гигантское количество уличных практик, и СМИ, и люди, которые хотят манипулировать общественным сознанием, они все называют стрит-артом. Стрит-артом называется и реклама, которая теперь рисуется на билбордах, и различные пропагандистские, патриотические рисунки, которые в большом количестве стали появляться и в Москве, и в Петербурге и других городах. И, конечно, это никакой не стрит-арт. Все, что касается заказных работ в области города, называется паблик-арт, искусство в публичных пространствах. И обычно эти проекты в городах происходят очень быстро, очень в судорожном таком стиле, и никто не задумывается над концептуальной частью, то есть люди просто приглашают каких-то художников, в лучшем случае они дают художнику сделать их эскиз, художник рисует то, что он хочет, абсолютно на большой стене, и, в общем, дальше уезжает, а люди остаются жить в этих городах. В любом случае, мне кажется, что, конечно, покрашенная стена лучше, чем не покрашенная и не отремонтированная, тем более, но проект в Альметьевске, он приближается к идеалу тому, как хотелось бы вообще работать над подобного рода, скажем так, программами, потому что мы живем, современный человек живет в городе, часто в мегаполисе, и если раньше человек жил в контакте с природой или хотя бы с прекрасными высокими стандартами эстетики прошлого, хотя бы 100-летней давности, то сейчас мы все оказались в ситуации, когда люди живут в типовой застройке, когда зачастую даже мало зелени в городах, и, конечно же, когда у вас 6 месяцев зимы в году, нужно каким-то образом влиять еще на настроение человека, потому что все-таки это очень важно. И то, что у человека нет возможности контакта с искусством каждый день, это тоже очень большое упущение, потому что не только телевизор, не только работа, не только транспорт, не только там туда-сюда хождение составляет жизнь человека, но искусство также находится в какой-то сфере все-таки духовной, и, на мой взгляд, безусловно, очень важно иметь возможность его видеть. И вот стрит-арт, как он появился, когда он вышел из граффити, наверное, это тоже часть протеста человека против вот этой вот серой такой давящей городской массы, когда индивидуальность человека абсолютно стирается, и вот нашлись люди, которые стали рисовать на улице, и дальше стрит-арт как раз дал толчок для нового вот этого вот витка паблик-арта, искусства в общественных пространствах, потому что в Советском Союзе, вы знаете, и в Альметьевске даже, вот у нас мы сейчас живем в доме, у нас есть мозаика, которая напротив сохранилась. Да, но все-таки, тем не менее, она была очень красиво сделана, и до сих пор живет. Это прекрасно.
И когда мы стали работать, когда вот меня позвали работать над этим проектом, то здесь стояло очень много задач, потому что это все-таки заказ от мэрии, от города, это очень, это от Татнефть в том числе, но это для города, это важно, это одна из центральных визуальных доминант, это очень вообще страшно на самом деле, особенно когда ты не живешь в этом месте, что-то предлагать, потому что, искусство в общественных пространствах, конечно же, предполагается, что делается для общества и для людей. И, конечно же, хотелось бы, чтобы люди отреагировали с радостью на это, а не началась бы волна протестов. Это всегда очень такой важный вопрос. И была задача использовать изображение картины Якупова «Золото Татарстана», Татарии, и, в общем, был такой ряд ограничений, которые, на самом деле, наоборот, создают лучшие условия, чем какая-то полная свобода. И вот я предложила несколько, и кроме того, мы хотели использовать все-таки родство с каллиграфией и пригласить художника одного хотя бы, который работает с этой темой. И таким образом мы выбрали хорошего рисовальщика. Это Андрей Чередниченко, прекрасный молодой художник. Он не так известен, к сожалению, как хотелось бы. И эскиз, который он сделал, и вообще все, что получилось вместе, 3 объекта. И вот эта черно-бело-золотая гамма, мне кажется, нам получилось создать очень такие современные работы с большим уважением к местным традициям и местной истории. И я надеюсь, что эти фотографии облетят дальше весь мир по интернету, и люди узнают, что есть город Альметьевск на карте мира, потому что как раз для уличного искусства, для паблик-арта фотография и вот это распространение в сети очень такой важный фактор, один на самом деле из основных. И вот Андрей Чередниченко сделал эту основную роспись, Карим Джабари из Туниса, да, он же? Да, он такой международный арабский каллиграф, он тоже сделал часть работы, вот эту нижнюю, и плюс еще, да, Кирилл Креал, художник из Петербурга, который работает в абстрактной манере, и плюс еще художник Агастино, итальянец, который всем очень нравится своими простыми такими, общими такими, иллюстрациями, дизайном. Вот он только приедет и начнет рисовать еще один фасад. И, конечно, очень интересно, как воспримут люди всю эту историю, потому что это только, я надеюсь, первый шаг, потому что сразу же, на самом деле, я вот сейчас прошла, тут такси не ходили, но мне повезло, что на самом деле хорошо, что я прошла, я увидела парад и прошла по этой центральной улице, и вот сейчас даже когда идешь, и после расписанного гаража вы видите это черное здание Татнефть, а перед ним какой-то банк, и ты понимаешь, что если немножечко перекрасить банк, совсем просто, хотя бы в один цвет, это будет выглядеть гораздо лучше. И таким образом формируется среда, потому что все-таки нельзя назвать нашу современную российскую архитектуру гениальной, какой-то там просто невероятно радующий взор. И краска в этом смысле часто может помочь, не всегда, но такая возможность есть. И в общем, я надеюсь, что будет прекрасное, да, и будет развитие. И еще пару слов хотелось бы сказать вот о подготовке, о художниках, потому что тоже мне поступают разные там запросы часто. Вот недавно был какой-то подмосковный город, мы говорим, мы хотим на центральной площади нарисовать стену через месяц.
это тоже будет день города какой-то, и там, естественно, мэр, там, губернатор, ну и так далее. Ну, как это просто невозможно, потому что такие эскизы, во-первых, очень долго делаются, это требуется какая-то подготовительная работа, исследование, это исследование истории, потому что, на мой взгляд, только таким образом можно вообще делать подобные проекты. Невозможно просто приехать и нарисовать все, что ты хочешь. И ситуация во всех городах России, она абсолютно сугубо индивидуальная. Потому невозможно сравнить даже два каких-то города, это всегда абсолютно уникально, потому что такое впечатление, что у нас каждый город это как отдельная страна и с точки зрения истории, и менталитета, и общественной активности, и управления, и политики, и культуры, в общем, всех-всех-всех вот этих факторов. Вот. И я очень рада, что подобные вещи случаются, и я надеюсь, что будет возможность еще поработать в такой же осознанной манере и дальше. Вот. Спасибо. Аня вот затронула интересную тему, и действительно было очень здорово здесь, в этом городе, встретиться с очень осознанным подходом на самом деле к искусству, насколько это в принципе возможно в наших реалиях. То есть нам действительно позволили подумать над концепцией, предложить общую концепцию и работать в рамках одной выбранной истории. Я немножко коснусь еще сказки о золотых яблоках. Почему называется так проект? Дело в том, что где-то в процессе работы мы наткнулись на сказку. Мы искали текст для каллиграфии и наткнулись на татарскую сказку. Сказка называется «Семь яблок» изначально. Она рассказывает, это такая красивая метафора о том, что истинный смысл нашей жизни в детях. И что истинное счастье – это дети, истинное богатство – это дети. Этот текст, естественно, есть в пресс-релизах, и она рассказывает о том, что вот жил богач, у него не было детей, жил бедняк, у него было много детей, и каждый день очень веселые крики доносились из дома бедняка, смех, топот. И богач спросил, как же так, почему у тебя так весело, бедняка? И бедняк ему ответил, у меня потому что есть 7 яблок. Богач заказал 21 золотое яблоко и попробовал с женой с ним поиграть, но как-то они быстро заскучали. И на следующий день пришел, он говорит, как же так, как ты там с ними играешь, покажи со своими яблоками. И пришел богач к бедняку и видит 7 детей, которые скачут там, веселятся, и, в общем, всем нам хорошо знакомая картина. И что-то в этой сказке такое есть, которое, что мне кажется, как совершенно вне времени. И поэтому мы вот как-то вокруг нее все закрутилось, совершенно спонтанно художники стали рисовать яблоки, не зная про сказку. И, в общем-то, получилось так, что несколько историй таких полусказочных рождаются. Кстати, я хочу сказать, что Агастино уже начал рисовать, он размечает на фасаде там в данный момент, итальянский художник. Вот. Еще я бы очень хотела, чтобы Михаил Астахов, который курирует у нас академические программы и вообще очень много сделал для того, чтобы авторы в уличном искусстве воспринимались как истинная ценность, как авторы, потому что в нашем пространстве информационном представление о том, кто такой автор и какие у него права, очень размыто. И мы тоже много работаем над тем, чтобы авторы уличных работ были известны, и их имена знали, и их истории знали, потому что это всегда заслуживает большого уважения. Но я передаю слово Михаилу, чтобы он рассказал о роли автора во всех наших действиях. Ну да, для того, чтобы уличное искусство начало восприниматься серьезно, мне даже бороду пришлось отпустить, потому что иначе, да, придало немножко академический, наверное, такой вид и помогает продвигать эту идею. Но я действительно считаю, что уличное искусство 20 века – это целая отдельная история, несмотря на то, что уличное искусство является древнейшим из сохранившихся, все вот эти пещерные надписи,
Публичное. Ну, в контексте Помпеи оно уличное вполне себе. Помпеи, если вы знаете, сохранили фрески и росписи 2000-летней давности вполне хорошо. И видно, что город жил примерно такими же идеями, как и современный город 20 века. И тоже была критика политической власти, карикатура на сенаторов. Но 20 век, вот он раскрыл огромные возможности. Нужно понимать, что в 19, например, веке такого искусства еще не было. Статья про уличное искусство, про стрит-арт в Википедии, она отсылает первоначально к манифесту футуристов Бурлюка и Маяковского. Но известно, что и Эдвард Мунк лет за 10-15 до этого манифеста в переписке говорил, что вот хорошо бы, чтобы художники вышли на улицу, чтобы города стали полотном. Мунк просто не знал, насколько урбанизация будет сильной в 20 веке. И вот эти серые здания, о которых упомянула Аня, они попытались нас всех, с одной стороны, переселить из сел в города, а с другой стороны, создать из нас вот такую большую бетонную серую массу. И вот уличное искусство в качестве протеста во второй половине 20 века, оно стало сначала писать тексты и ставить метки, а потом, когда производство акриловых красок развилось, стало цветным. Поэтому теперь у нас есть возможность не только серым цветом. Вот видите, я такой весь в сером, потому что есть такой анекдот, что настоящий петербуржец должен отличать 50 тысяч оттенков серого. Вот я сегодня здесь на этом так себя примерно чувствую. Но на самом деле я очень люблю цвет и счастлив, что современные возможности, они помогают нам связать города новыми красками. И в том числе подчеркнуть особенности. Правильно Аня упомянула, что у каждого города есть индивидуальность, и мы не должны забывать, что в средние века территория России называлась Гордарикой, страна городов. То есть у нас, в принципе, опыт гражданского городского общества очень долгий. И каждый город действительно отличается сам по себе. И даже вот эта вот массовая застройка, она не смогла ни в одном городе убить его по-настоящему дух, как это вот не пыталось. И в Альметьевске дух города чувствуется очень сильно. Очень сильно, город особенный. Вот как сегодня гуляли мои коллеги, так и мы тоже прошлись по дворам, потому что именно во дворах чувствуется обычно гениус лочи, дух места. В Альметьевске это вот, ну, как в любом, что-то уникальное. И проект, который здесь у нас, мне кажется, удается создать, он эту уникальность каким-то образом пытается подчеркнуть. По поводу каллиграфии я хотел сказать, потому что золото на черном, каллиграфия, вязь, это может вызвать определенные коннотации, но здесь была игра довольно глубокая, и, что еще мои коллеги не сказали, что каллиграфии, которые здесь, это не арабские, а, насколько я понимаю, используется древнетатарский алфавит рунический, да? Старотатарский. Славянские руны, то есть художник через каллиграфии как раз показывает глубину культурного взаимопроникновения разных культур, которые сосредоточены в Татарстане. Все-таки это такая прям сердцевина нашей огромной страны, где многое прекрасным образом перекликается. Если же говорить о том, как такие проекты могут повлиять на жизнь города и горожан. Вы знаете, я все время помню о том, что культура и понятие, оно относится семантически к слову возделывание. То есть культурой является все, что нас окружает. И вот эти вот бетонные коробки, которые были понастроены во второй половине 20 века, это тоже нас пыталось возделывать, пыталось нас каким-то образом заформатировать. Поэтому вот эти цветные прекрасные проекты в городах, которые появляются, они создают основу для нового возделывания нового человека, человека будущего в известной степени. И я всегда, кроме этого, помню о том, что цвет и цвета, особенно хорошо колористически подобранные,
они влияют на восприятие и на жизнь человека, даже с точки зрения эндокринной системы, подобно солнечному свету. То есть вот в Петербурге, почему мы так серое любим? Потому что в Петербурге всего лишь 60 солнечных дней в году. И я когда-то общался, все знают... 60, да, 60 солнечных. Для сравнения, там в Барселоне 315. Недавно мне сказали, что 30. Ну, стандарт считался 60. Я помню, разговаривал как-то с директором Пулковской обсерватории. Он говорит, знаешь, говорит, почему? Ну, про Пулковскую обсерваторию многие могли слышать. Почему Пулковская обсерватория стоит вот на Пулковских высотах? Я говорю, почему? Говорит, потому что здесь 65. То есть буквально там на 10%, там, на 8% больше солнечных дней. Они поэтому решили поставить обсерваторию. И мы, петербуржцы, как никто, знаем ценность света и ценность солнечного света и ценность цвета, как он может повлиять на человека. И колористический паспорт нашего города изначально предполагал очень яркие цвета, там, вплоть до того, что Эрмитаж, Альбина, ты меня можешь поправить, да, лимонный желтый был изначально, да, то есть Красный, Эрмитаж красный. Красный, да. Ну вот, поэтому вот это вот наследие и понимание недостатков ярких красок, оно вдохновляет нас на то, чтобы создавать вот такие красочные проекты в разных городах России, в каждом из которых подчеркивать уникальную особенность конкретно этого места. Но здесь Петербург — это отдельная история. Мы пригласим когда-нибудь на пресс-конференцию в Петербург, поговорим о наших проблемах. Пророка нет в своем отечестве, как говорится. Здесь много из Казахстана, простите бога ради, из Казани, извините за оговорку, из Казани журналистов. И я помню, что один из первых проектов, который меня вдохновил на то, чтобы более глубоко заняться деятельностью уличного искусства, как раз это был фестиваль в Казани. По-моему, это был 12 или 11 год. И для меня участие в Татарстане в паблик-арт проекте в этом отношении имело особую значимость, потому что мне хотелось, чтобы мы, от себя, по крайней мере, лично, вернуть Татарстану благодарность за то, что Татарстан когда-то на меня повлиял так значительно, потому что именно на уличное искусство, на муралистическое, на большие объемные работы в публичном пространстве я в первую очередь обратил внимание, изучая вот этот проект в Казани, за что вам большое спасибо. Ну и надеюсь, что проектом в Альметьевске мы вас тоже порадуем. Он, насколько я понимаю, еще не до конца даже вот эта работа доделана. Да, в процессе все. Все, да, дам полет. Журналистам большую просьбу журналистам, пожалуйста, не называйте работы этих граффити. Это, граффити и стрит-арт, потому что это очень важно. Да, мы выпустим сборник терминов, просто есть очень-очень такой странный подход, называйте большие росписи на стенах, граффити нет. Это не граффити. Спасибо. А что это? Мурализм. Это мурализм, это мурал, мурал, это роспись. Масштабная Роспись достаточно слова. Да. Но, Мурал это к мексиканизму отсылки, но на русском языке роспись, да. Вообще считается, что небольшой объект, к примеру, там в несколько квадратных метров, это называется кусок на профессиональном сленге уличных художников. Кусок это граффити, Миша. У граффити, да. Где уже задействуется полностью поверхность здания или часть стены, это уже мурал, используется термин. Росписи все. Хорошо. В общем, нету все равно единого мнения относительно терминов, как вы Есть видите. русское слово роспись. Вот, но Мы в процессе рождения. оно в процессе рождения. Роспись есть еще. Я, наверное, хочу сказать, что просто это просто вводная небольшая история, потому что самое главное — это увидеть своими глазами работы художников и пообщаться с художниками. Поэтому я думаю, что нам, может быть, лучше скорее отправиться. Может, вопрос? Да. Да, Да, вопросы, конечно, после вопросов, естественно. Это вопрос. Там передается. Татар-информ, Казань. Как бы слушая вас внимательно, я пришел к такому выводу, что изображение, правильно сказали, с наскального времени, и
У нас был период СССР, социализма, и там был нарисованный плакат, и везде были большие плакаты и показывали дорогу в коммунизм. Как бы это была такая политическая пропаганда больших размеров. План монументальной пропаганды. Да. Он так и назывался. Сейчас как бы идет глянцевая пропаганда красивой жизни. Реклама и глянец как бы вошли вот в мир. А вот ваше, вот, ну я так понял, что это тоже воспитание общества, а именно политизировано или как, я не могу понять. Спасибо. Если позволите, я не буду садиться постоянно, буду так вот рядышком. Есть интересный аспект, что уличное искусство современное, оно в целом воспитывается изначально как нелегальное, то есть первый акт художественного творения будущего уличного художника заключается в том, что он идет и нарушает определенные границы дозволенного. Вплоть до того, что где-то это считается вандализмом, преследуется по закону, но для нас, как для исследователей, мы пришли к выводу, что именно вот это вот нонконформизм, который изначально строится, он формирует определенную смелость художественного высказывания. И именно поэтому мы и ввели термин «уличная волна», потому что авторы, которые нашли себя, которые воспитали себя как художники именно через улицу, смелость их высказываний не в паблик-арт-проектах, а в стрит-арт-проектах несопоставимо выше, чем у традиционных, которые рисуют для галереи и в своих мастерских. Кроме того, что еще уличный художник, он встречается со своим зрителем мгновенно слышит критику. У него нет вот этого периода, когда он может там нарисовать 500 холстов, складировать где-то у себя на чердаке, а потом умереть, и потом там типа пускай пообсуждает. Он сразу же с этим встречается, сразу же вот рефлексия. Поэтому смелость высокая. И так как это изначально нонконформизм, то бишь противостояние существующему порядку вещей, то, конечно, уличное искусство чаще всего политизировано. И у большинства из них, очень многих, хотя вот бывает, там, отказываются художники от этих мыслей, вот Аня тоже у нее там... Я не согласна. Ну ты потом, давай я пока скажу. Мои наблюдения говорят о том, что в странах развитого капитализма уличные художники тяготеют к левым идеям. То есть они вот могут обсуждать в своих работах там, недостаток рабочих мест, например, там, какой-то, может быть, там какие-то левые лозунги, там, «Мао, вернись», я условно говорю. В странах, где доминирует, к примеру, тоталитарный режим в большей степени, они будут говорить в своих работах о недостатке свободы, о требованиях. То есть вот это наблюдается. Но в целом, и это присутствует всегда. То есть мне, к примеру, интересно наблюдать за уличными художниками именно с точки зрения того, о каких социальных проблемах, в том числе, они пытаются сказать в своем творчестве. Потому что даже граффити и его обилие, оно же о чем нам говорит, как людям? Что большое количество молодых людей не социализированы с точки зрения общественных институтов, не до конца социализированы. Ведь в Советском Союзе отсутствовало уличное искусство не потому, что оно там серьезным образом гнобилось. Существовали мелки, люди могли рисовать на заборах. Но вот эта всеобщая занятость, которая была, она вот, понятно, что это Уравниловка и т.д. и т.п., но человек всегда был инкорпорирован в общественную жизнь, и у него чрезвычайно высокой потребности сказать что-то вопреки не было. Сегодня молодой человек оканчивает институт, знаете, как вот анекдот был во времена Фурсенко, когда он был министром здравоохранения, его спрашивают: скажите, что бы вы сказали выпускникам вуза 2011 года? Он говорит: я двойной эспрессо, пожалуйста. То есть люди заканчивают вузы, получают красный диплом и идут работать официантами, не находят себя. Многие художник же он всегда как бы мыслит
на поколение вперед. Он видит, ну просто за счет тонкости душевной организации своей, он очень много видит вот этих вот искажений. И авторы, которые выходят на улицы, они примерно говорят вот об этих недостатках. Это проявление того, что общество устроено каким-то образом не так. Что-то не так происходит. Но когда дело касается паблик-арт проектов, и в том числе, к примеру, там, на этом проекте, это тоже определенным образом нонконформизм. То есть здесь очень скрытый вот этот политический подтекст. Вот это отказ от жизни в сером современном городе, разобщающем, поиск каких-то объединяющих идей. То есть вот это вот здание гаража, я, кстати, счастлив профессионально, что нам получилось с ним поработать, потому что в опыте института это третий сложный такой геометрический объект круглой формы с рифленым объектом. Оба раза Полине получилось курировать создание. Понимаете, вчера еще это была просто серая точка некая, а сегодня это становится точкой объединения. И я думаю, что здесь вот эта вот скрытая жажда объединить общество, она тоже присутствует. Если мы можем под этим сказать, что это там есть какое-то политическое высказывание. С точки зрения объединения, конечно, оно есть вот так. Ну вот да, это хороший, кстати, очень интересный вопрос про сначала советскую пропаганду и про гламурность, то, что захватило пространство. Это интересное очень наблюдение, интересное, и, конечно, здесь мы хотим предложить какой-то там третий, четвертый путь, и потому что не может жизнь протекать там по двум руслам только, во-первых. И во-вторых, художники все-таки это те люди, которые занимаются особым родом деятельности, потому что вот есть такая нейрохирург Черниговская, да, нейролингвист, да, простите, да, вот она очень часто говорит о том, что принято считать, что искусство это такое в жизни как десерт примерно, что-то такое необязательное, от чего можно отказаться и пропустить. Но это не так, потому что художники также, они каким-то образом изучают реальность, и у них есть инструмент, чтобы показать ее. И все-таки художники, если вы будете за ними следить, наблюдать, вы увидите те срезы, которые они обнажают. Художник, он, как вот мне Паша Шугуров сказал, стиль не выбирают, потому что люди занимаются как бы тем, что они хотят, потому что они не могут это не делать, и они просто представляют это все на суд общества. Но наша задача вот просто как кураторов, потому что, к сожалению, художник сам не может работать один напрямую, допустим, там, с пространством или там с заказчиком. Это очень сложно, потому что художник всегда хочет делать только то, что он хочет. Максимально радикально, максимально огромного размера, если это настоящий художник. И поэтому существует, да, вот некая такая еще прослойка из всех нас, которые с художником также работают, потому что, помогают наладить мосты, потому что, конечно же, если очень трудно представлять что-то новое в городе, где до этого ничего не было. И это новое, сделанное в 2017 году, которое выглядит так, как это было сделано в 2017 году, это требует, конечно же, пояснений. Но тем не менее, мне кажется, что в нашей ситуации мы соблюли баланс между всем, но тем не менее, вот, Миша, ты говоришь про политический протест и про то, что там весь стрит-арт, он такой, но, к сожалению, в России политического протеста на улицах практически, Да, практически нет, да. И нам надо идти, короче говоря. Да, и в общем... конечно, но в любом случае, вот завтра у меня в 5 часов лекция, как раз где я подготовила доклад о том, как в разных... Там будет 2 иностранных примера и несколько российских, о том, как краска и политика городская, они взаимодействуют друг с другом, потому что все-таки присутствие росписей в городе – это не просто художественный акт, это еще и политическая воля администрации там, или кого-то еще, потому что
это вопрос непростой и очень приковывает к себе много внимания и требующий большого еще и такого изучения и большой дискуссии общественной. Сейчас, Альбина, я тебе дам. Я хотел сказать просто, что по поводу рекламы и по поводу политики, что нонконформизм в целом, отказ от примирения с действительностью, это тоже политический акт, даже если он в очень легкой форме. И очень у многих художников уличных, я это встречал особенно в Екатеринбурге в качестве открытой дискуссии, которые говорят, если вы, это как раз то, о чем вот вы сказали по поводу влияния глянцевого на жизнь, если вы позволяете себе влиять на мою жизнь с помощью такого обилия рекламы, я хочу этому противостоять с помощью своего искусства. То есть вот обилие вот этого консюмеризма, который на нас сваливается, который как раз и является тканью культурной, тканью сегодняшней, понимаете, который воспитывает современного человека с помощью «купи», «улучшь», вот эта гонка постоянно за какими-то недогоняемыми мечтами. Этому художники уличные противостоят, и это тоже является своего рода политическим высказыванием, если можно такие категории использовать. Я буквально резюмирую то, что коллеги сказали, потому что, во-первых, хочу сказать, что вот это вот вечное сравнение, откат вот советское, вот тогда-то было, в советские времена, вот, это тоже, не самый, наверное, лучший путь, да, но вот конкретно в этом проекте нам очень-очень-очень хотелось как раз избежать вот этого вот заигрывания с какими-то прошлыми традициями, но при этом отдать дань уважения тому, из-за чего здесь появился город, да, каким-то местным культурным кодам. И вот здесь как раз то, о чем и Аня, и Миша говорили, это вопрос культурной политики, во-первых, культурной политики современных городов. Кто, в каком диалоге это происходит, да, пришел дядя Вася и сказал, я хочу, вот у меня есть деньги, у меня есть власть, я хочу здесь, пусть будет вот нарисовано вот так. И пусть будет вот этот художник. Либо пришел дядя Вася и говорит, у меня есть возможности, есть ресурсы, я понимаю, что я в этом ничего не понимаю, я хочу пригласить людей, с которыми я вступлю в диалог, люди пригласят художников, и мы вместе в процессе сотворчества, мы вместе что-то придумаем, что может быть... Да, может быть новым эстетическим эталоном каким-то, да, например, Поэтому здесь, на самом деле, вот Аня говорила уже, очень страшно работать, я вот с художниками сколько говорю, они говорят, очень страшно делать большие работы, то есть думающие художники, вдумчивые, очень страшно выходить в город и делать какие-то большие работы, потому что, очень много народу мимо них проходит, и это на долгие годы, на несколько лет, и я каждый раз представляю себе, что вот даже когда с художниками общаемся, посмотри, вот ты захочешь каждый день выходить на кухню, смотреть в окно, завтракать и смотреть вот на это. Если да, то подумай. Поэтому здесь вот все-таки вот очень спасибо большое за вопрос. Это вопрос диалога, на мой взгляд. Да, на самом деле, если у кого-то еще есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Если... Константин Малышев, газета «Сова». Первый вопрос. Является ли выбор объекта, архитектурного объекта в городе, который вас приглашает, за вами? Или уже вы работаете с тем, что вам предлагают? Первый вопрос. Понятно, да? Да. И второй вопрос. Как вы прокомментируете роспись портрета известного футболиста во дворе одного из казанских отелей? Это комплиментарное, это протестное, это что? А как вы его узнать? Посмотрите. Футболиста Рональдо. Во-первых, по поводу выбора объектов. Это обычно это ИИ. Чаще всего городские власти или районы, которые заинтересованы в проекте, они примерно понимают, где можно, а где нельзя. Потому что есть еще процедура согласования объекта. Если это жилой дом, то необходимо собрание жильцов, когда определенное количество голосований, представление эскизов. Если это объект находится в ведении какой-то организации, то там свои процессы согласования. Для работы очень важна близость или дальность электрических
проводов, потому что когда работа осуществляется, иногда приходится, к примеру, отключать электричество для того, чтобы это было безопасно. Мы, и как представители художников и художники, рассматриваем объекты с точки зрения, вот есть такое понятие сайт-специфик, вот как он расположен, насколько геометрия объекта интересна, что можно сюда вписать, то есть как это может приумножить, а не отнять. Ну и вот бывает, что нам предлагают какой-нибудь объект во дворе, чтобы нарисовать портрет Рональда. Но мы вот можем отказаться, потому что это с точки зрения искусства не очень интересно. Теперь, то есть это тоже в диалоге. Поэтому здесь ответ и так бывает действуем. Бывает, что отказываемся. Если теперь говорить о портретах. Есть целое вот направление, сейчас оно очень популярно, в Петербурге оно очень тоже было развито белорусской командой одной. Вот это рисование портретов. К примеру, граффити-райтеры, вот именно граффити, они к этому относятся как к несерьезной заказухе. То есть, вообще не воспринимается как искусство. С другой стороны, некоторые стрит-арт художники, я так вот, такую формулировку, они находят это вполне приемлемым для того, чтобы подчеркнуть, к примеру, свою любовь к тому или иному историческому либо действуемому персонажу. Третьи воспринимают это исключительно с точки зрения пропагандистской. Начинают рисовать портреты каких-нибудь политических деятелей или бизнесменов. Это вопрос дискуссионный. Мне кажется, что двор современного города без любого художественного объекта, менее интересен, чем тот же самый двор с любым художественным объектом. Если он, конечно, только, не знаю, сатанинский культ не пропагандирует какой-то. Поэтому здесь вот лично мое мнение, может быть, мои коллеги, скажут, знаете, вспоминаю прекрасную фразу Мао Цзэдуна: «Пускай цветут тысячи цветов». То есть пускай как... Тысяча Рональда. Где-то будет Рональдо, а где-то будет что-то другое. Так как я сам по себе портрет это не видел, но я примерно понимаю, как вот это направление развивается, могу себе представить. Я думаю, что двор без этого портрета, он, наверное, менее интересен был. Да, поэтому, извините, что вот ответ такой. Если бы можно было там конкретно по качеству выполнения сказать. То есть, фотографическая. Да. Фотореалист, да, они примерно все в одинаковом делают стиле. Ну что, пойдемте. Но для меня, например, это монументализм и пропаганда. Я это воспринимаю так. А есть еще вопросы? Нет? Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, да. Пойдемте посмотрим на объект. Ага, да. Но все-таки насколько сложный этот проект? Да, это очень сложно. Много окон, большой формат, и это не плоскость одна, не фасад, а то, что она закругляется, и то, что очень мало, скажем так, архитектурных форм выпирает, очень много технических трудностей. Вот. Какую технику используете, чтобы вы там на высоте? Технику АГП, в смысле вышку. Да, вышку, да, используете? Вышка, да. Можно было бы, наверное, еще, если бы у нас был альпинистские корочки, можно было бы спускаться на тросах. В каком-то смысле это было бы даже проще моментами. Вот. Сколько баллончиков краски уже? Уже не знаю, но приехало сюда их 1500 на эту часть. А сейчас сколько осталось? Ну, мы так и разобрались, там, наверное, треть осталась. Скажите, ну вот такой хрупкой девушке все-таки не страшно лезть? Нет, высоты я не боюсь, а вот баллоны периодически устаю держать. Тяжеловато, особенно если это далеко, нет, подъезд достаточно, приходится стоять. Руки качают. Можете вот представиться, как вас приписать? Вы художники, вы графисты, вы кто? Имя, фамилию и, можно сказать, должность. Да. Профессию. Профессия художник, Дружина Ольга и Андрей Чередниченко. Муралисты, можно еще сказать. Мурал — это у нас все еще слово граффити присутствует, а в других странах это давно уже обозначают словом мурал.
Это фреска, настенная роспись, монументальная иллюстрация в таком духе. Так что это мурализм. Хорошее слово, его нужно осваивать. Ну, вот не знаю, будет ли интересно сказание, я просто уж хотела спросить, как вам наш город, как вот вы оцениваете, как вам здесь понравилось? Город классный, Да, нам люди понравилось. хорошие, Велосипедные дорожки вообще мы очень заценили. пляж, Да, все. ходили на пляж. Вроде Вот это как граффити же, да? Ну как, вот, современные как арт. Ну, арт. Стрит-арт. Вот что, о чем это? Вот, какие у вас чувства, мысли О войне. возникают? Про войну? Это нефть. Ну, мне кажется, это про войну. Ну и, а нет там, да, про нефть. С нефтью связано. Может быть, подробнее рассказать о художниках. Это гараж и забор под гаражом. Это, что называется, такая коллаборация, но не такая коллаборация, когда два художника на одном объекте, а это когда два художника на разных объектах, но при этом их работы находятся в диалоге, в разговоре друг с другом. Верхняя часть — это московский дуэт Худо или Худо. Худо. Нижняя часть — это как раз каллиграф Карим Джабари из Монреаля, художник, живущий в Монреале, родившийся в Тунисе. На верхней части это своего рода оммаж, рефлексия в современном стиле художника на как раз работу татарского художника Якупова. «Золото татари» называется картина в суровом стиле, так называемый, знают, наверное, все думают, что такое суровый стиль. Был соцреализм, который рассказывал нам о прекрасном будущем и о лучших каких-то желаемых в позитивном ключе рисующих советскую действительность. А вот в 70-е годы появился такой, в 60-е появился, но в 70-е расцвет был такой стиль, который так и назвали суровый. Это по сути соцреализм, но художники очень честные. Художники, да, без прикрас, художники изображали рабочих людей рабочих специальностей. Вот здесь вот у нас как раз местные нефтяники. Именно в тех условиях, в которых они находятся. Очень брутальный это стиль. Портреты персонажей на работах обычно немного даже гипертрофированные, они такие прямо большие рабочие руки обычно, да, там они в рабочей одежде своей. Вот здесь вот художники Худо как раз отыграли, взяли персонажей из этой картины и добавили современного сюжета, вот вы как раз видите яблоки, а художников, я думаю, нам Аня расскажет. Ну, здесь все надо. Понятно, что это произведение 2017 года, а не 1960-х годов. Я имею про глич-арт, Да. про элемент глич-арта. Глич-арт — это направление в современном искусстве, которое стилизует сбивки на электронных дисплеях. То есть, если у вас программа сбивается, то у вас начинают вот эти синие и красные полосы быть. Вообще, С английского глич — это ошибка. Да, и вы видите здесь. Это не совсем глич, это как стереоэффект, который тоже сейчас используют часто. Да, то есть это отсылка именно к современному, к предельно современному именно инструментам, да, художественных практик. Андрей Чередниченко, но он такой довольно скромный художник, он нигде обычно не участвует, он просто спокойно делает свое дело, и вот он делает много разных росписей, но, к сожалению, у него, по-моему, не было шанса раньше сделать настолько большой над этим объектом, когда у нас только появились фотографии. Сама по себе, конечно, парковка, она просто ужасная, то есть для росписей она ужасная. Предельно худший. Предельно ужасный вариант, потому что неровная поверхность, этот сайдинг ужасный, огромное количество окон, это все как бы фонит очень сильно. И многие художники, например, они даже отказываются работать на неровных поверхностях, и это вообще всегда очень большой вызов для художника. И когда мы получили эти фотографии, то вот вы видите, вот эта нижняя стенка,
сразу же стало понятно, что ее также надо делать, то есть ее также нужно расписывать. И я думаю, что, может быть, впоследствии вот это вот непонятного вида строения с трубой явно тоже требует какой-то доработки, потому что иначе, ну, потому что тогда сложится совсем цельный образ, да, весь ансамбль. И полагаю, что, конечно, такой подход к городской среде, когда вы видите не просто какой-то набор элементов, который, конечно, так или иначе складывается в некую картину, но все-таки работа в стиле ансамблей, каких-то комплексов, это всегда, естественно, благотворно сказывается на городской среде. Ну, это и вызов определенный. Вот у нас был аспект, ну, кто-то, может быть, затронет это как-то с политической точки зрения, но это на самом деле художественное и этическое отношение к конкретному месту. Вот если вы видите верхняя часть этого строения, она сейчас в сером цвете, художник предложил ее тоже орнаментировать, сделать черно, ну, каллиграфию сделать на черном золотым сверху. Но и началась уже работа, и мы в итоге отказались, потому что вот вызывало это отрицательные коннотации, связанные там с особым каким-то религиозным подтекстом и так далее. Поэтому здесь еще объект частично будет дорабатываться. Но и по вопросу сайт-специфичности и вообще управления, ну, так как уличное искусство, оно еще чем ее важно? То, что она работает со зданиями, со строениями, с моментальным производством человеческого труда. Здесь художники, здесь есть точка сборки всего этого объекта, мы находимся от нее примерно в 15 метрах. Если подойти вот на этот красный вот участок, то все вот эти круги примерно вот они сложатся и будет, вот, ну, то есть понятно будет, что это все буквально закруглено в определенную форму, и вот они как бы собираются, это объект, и он видит полноценно. Но мы сейчас находимся с той части, которая уже готова, а с тыльной стороны, которая на самом деле является фасадной, выходит на улицу Ленина, там еще работы ведутся, и они будут еще сколько-то, я не знаю, сколько. Ну, неделю, наверное, смотря какая погода. Минимум. И вот, да, здесь как раз Миша сказал очень важную вещь, произнес такую сайт-специфичность, да, такой английский термин. Это здесь как раз очень важна, чем хороши обычно художники, у которых есть на практика работы на улице. Они очень схватывают очень контекст места, контекст окружения, чтобы оно умеет поставить правильные акценты, чтобы с определенной точки это смотрелось, либо могут какие-то вещи выпятить, какие-то закрыть, потому что это очень важно, когда работаешь на улице, чтобы это находилось в гармонии. То есть есть некие эстетические. Да, и вот Андрей, например, тот эскиз, который он сделал первоначально, он отличался сильно от результата. От результата, потому что он сделал сначала вот эти вот две мужчина и женщина, они были более общего плана, и, ну, короче, композиция была совершенно иной. Но потом он приехал сюда и увидел, что надо действовать иначе, и уже сильно доработал эскиз, исходя из реалий. И еще очень важный тоже момент, когда особенно приглашают двух художников, которые рядом начинают работать, это вообще ужасная головная боль и страшный кошмар куратора, потому что, ну, как бы нужно склеить двух разных человек, и здесь они вообще не похожи друг на друга, и, конечно же, это всегда тоже интересно, как художники взаимодействуют друг с другом каким-то образом, там, я не знаю, как они находят. Да. Но это очень интересный эксперимент. По поводу сайт-специфичности еще также можете обратить внимание, что вот этот черный матовый цвет, на нем есть каллиграфия черным лаком, и это соотносится с зданием офиса Татнефти, который находится в здании, который, то есть, получается, в конечном итоге у нас ну, гармоничное, колористическое, визуальное вообще комплекс. То есть это здание, которое отнесено там на несколько, там, может быть, даже сот метров, оно тоже отсюда становится частью ансамбля колористического, я имею в виду. Но просто то, что не говорилось в зале, когда мы сидели, чем еще хорошо качественное публичное искусство и уличное искусство, тем, что оно начинает. Ну, во-первых, это двери в современное искусство. То есть люди, когда видят такую работу, они начинают думать, так, но это же современное искусство, они перестают бояться его в известной степени, начинают больше интересоваться вообще, что происходит в современном художественном мире. И сами места, города начинают подтягиваться, потому что, понимаете, у меня был опыт, я когда-то общался с вице-мэром Санкт-Петербурга, такой Китчеджи Василий Николаевич, он из города Челябинска, мы как-то с ним говорили тоже о культуре, он говорит, знаешь, для меня культура начинается с возделанных полей.
когда за полем ухаживают, это уже начинает подниматься вот культурный уровень людей, живущих в стране. Есть также теория разбитых окон, которую продвигает Альбина. Нет, я ее... Ну, не продвигает, ты пропагандируешь ее. Эта теория родилась в Нью-Йорке. Если в здании разбито окно, то вокруг этого здания начинают собираться люди с низкой социальной ответственностью всех полов, Например, начинают бутылки. Художник. Ну, граффити в том числе начинают мусорные эстетики. Достаточно только заделать окна в этом здании, просто поставить, и начинает все вокруг цвести. То есть люди начинают убираться сами. Вот в этом отношении в городах, вообще в России большая проблема связана с дорогами. То есть мы привыкли, и наша бюрократия привыкла, что надо после себя обязательно оставлять дороги в таком состоянии, чтобы следующим людям при администрировании было чем заняться. Ну, то есть мы понимаем, чтобы это движение денежного потока вокруг дорог постоянно двигалось. Но на самом деле, и вы можете по себе это ощутить, сейчас общество автомобилизированное, мы можем проехать, то есть если вы едете по городу, в котором разбиты дороги, у вас всегда негативное отношение к этому месту. И наоборот, город может быть практически в любом состоянии, или это может быть какая-то деревня, но если дорога сделана хорошо, то у нас сразу же нам и место нравится, мы по сторонам начинаем смотреть. Дорога начинает, вот как вот теория разбитых окон, дорога начинает украшать собой и восстанавливать среду вокруг себя. И точно так же уличное искусство, то есть к такому объекту по плохой дороге не подойти. То есть оно начинает преображать, если оно качественно сделано, преображать пространство вокруг себя, город поднимать во всех аспектах. Ну, потому что вот это вот возделывание человека, оно начинает происходить, и человеку хочется подтягивать за большим произведением, которое украшает его город. Поэтому... Миша, вот, да? К разговору нашему возвращаться. Я говорю, вот если бы здесь была Финляндия сейчас... Да, ну это вот даже здесь можно понять. Это тоже вот, как это... Вот это то же самое из этого же репертуара история про город Выкса. Возможно, вы знаете, есть такой город в Нижегородской области. Там есть тоже крупный трубопрокатный завод, который решил сделать фестиваль, и тоже там жизнь людей местных разнообразить, скажем так. И вот я там курировала один год уличные, 7, по-моему, ну, короче, росписи. И я туда приехала на разведку, чтобы посмотреть, что там, ну, как бы, вообще, какая ситуация. И там были абсолютно разбиты тротуары. Ну просто нет тротуаров вообще в городе, ужасно все выглядит на главной площади, и тем не менее в городе существует целая галерея прекрасных росписей современных лучших наших художников, но тротуаров там не было. И это был большой конфликт, потому что для людей, которые там живут, тоже их, во-первых, никто не спрашивал, что они хотят, а во-вторых, я тоже думаю, что у них есть свои соображения по поводу городского благоустройства, и, конечно же, об этом тоже нужно думать прежде всего, потому что, да, росписью можно решить много проблем. Начать говорить о серьезных проблемах. И можно там решить разные проблемы, эстетические, разные там благоустройства проблемы, но если у вас стена не отремонтированная и покрашенная, то тут, к сожалению, не поможет. Это не об Альметьевске. Да, касательно таких больших масштабов, хочу сказать, что вот эта вот работа, например, еще чем интересно, что она работает на разные расстояния, да, благодаря тому, что там есть мелкие детали, то есть она работает издалека, как большое полотно, можно пойти ближе и пройти вдоль забора, и рассмотреть очень много интересных деталей. Например, тот же самый художник Карим, он использует разные виды каллиграфии, разные виды шрифтов. Там есть кириллица, там есть древнее руническое письмо, на которое он вдохновился после поездки в Булгары. Поэтому можно внимательно рассмотреть. Там же есть вот эти вот, это референс к сказке вот о золотых яблоках, да, то, что мы тут катаем яблоки наши между собой. Вот как раз дети и расходящиеся круги по воде от детей. То есть здесь можно очень много копать смыслов, и вот это вот как раз то, что, на мой взгляд, важно для искусства вот в городе. Многослойность, чтобы дать возможность подумать людям. То есть, вот, потому что рано портрет Рональда.
от руки. Мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо вместо сцены, здесь все вверх ногами. И эти звезды в темноте, тобой зажженный фонарик. Тысяча меня до меня и после меня будет. Тысяча меня и в тысячах не меня. Тысяча меня. И мы снова вдребезги, и нас не починить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем